Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вот о чем расскажем в этом выпуске. В Якутии ведутся работы по тушению 90 лесных пожаров на территории 19 районов. Новый аэропортовый комплекс появится в Мирном в 2023 году. На играх Манчара определился победитель конных скачек в командном зачете по сумме баллов. Новый аэропортовый комплекс появится в Мирном уже в 2023 году. Об этом сообщили в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Новая воздушная гавань будет построена в 3 километрах от действующего аэропорта, что позволит не вводить ограничения на полет воздушных судов. Аэропортовый комплекс строится в Мирном по государственной программе развития транспортной системы и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Новый аэропорт обеспечит возможность приема современных воздушных судов в соответствии с современными требованиями обслуживания авиаперевозок, а также будет способствовать повышению уровня безопасности полетов, увеличению количества взлетно-посадочных операций как на внутренних, так и на международных сообщениях. Также в рамках рабочего визита в город Мирный глава Якутии Айсен Николаев и депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова провели круглый стол с активистами проекта «Народный актив», созданного на базе общественной организации «Якутия. Территория развития». Открывая его, Нилдархан обозначил, что целью круглого стола является создание прямого диалога между жителями, недропользователями, органами местного самоуправления, республиканской и федеральной властью. Как отметил Айсен Николаев, главное на сегодня – это определить первоочередные задачи для развития каждого населенного пункта Мирнинского района. Галина Данчикова, в свою очередь, рассказала о результатах работы в Государственной Думе. Она отметила, что в своей деятельности всегда придерживается 2 направлений – активная работа с избирателями и тесное взаимодействие с главой республики, правительством Якутии и Государственным собранием Илтумен. Во время круглого стола прозвучали ответы на широкий круг вопросов, которые сегодня волнуют жителей района, в том числе по благоустройству городских территорий и системе образования. В Якутии ведутся работы по тушению 90 лесных пожаров на территории 19 районов. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 450 гектаров. Об этом сообщили в ходе проведения комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с лесными пожарами с главой региона Айсеном Николаевым. По итогам обсуждения глава Якутии поставил задачу в ближайшую неделю максимально сократить число лесных пожаров. Необходимо воспользоваться и тем, что на большей части республики, в частности в Западной Якутии, установилась прохладная погода и прошли дожди. Илдархан поручил полностью ликвидировать небольшие пожары, а также максимально локализовать большие. В ближайшие сутки самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков должен поработать в Горном районе, в районах Западной Якутии, а затем в Усть-Майском районе. Айсен Николаев отметил, что группировка по тушению пожаров с задачами справляется. Не допущено распространение ни одного пожара на населенные пункты. Он констатировал, что ситуация складывается лучше, чем в прошлом году, несмотря на то, что в прошлом году погодные условия были более благоприятными. Всего же на территории республики действуют 323 лесных пожара. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. За последние сутки обнаружено 36 новых очагов. Огонь охватил уже более 1 миллиона гектаров. В зоне контроля находится 206 точек возгорания. На местах работает 2715 человек и 350 единиц техники. По-прежнему сложной ситуация остается в Хангаласском и Горном районах. Пожары у нас есть на территориях особо охраняемых. Это как Ленский столбы, парк и Алепинский государственный заповедник. Надеемся, что вот с погодой мы число локализованных и ликвидированных добавим. Перейдем к эпидобстановке. На 10 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе город Якутск 53 случая, Нерингринский район 9 случаев, Алданский 8, Мирнинский район 6 случаев, Вилюйский 5, Мегино-Кангаласский район 3 случая, Ленский район 2 случая. Единичные случаи заражения выявлены в таких улусах, как Верхневилюйский, Жиганский, Намский, Оленёкский, Сунтарский, Тампонский, Усть-Алданский, Усть-Майский,
Хангаласский и Чурапчинский. За сутки лабораториями республики проведено 2852 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 212 363 теста. Получили первую вакцинацию 234 094 человека, вторую 182 130 человек, в том числе 40 628 жителей старше 60 лет. Тем временем 9 июля зарегистрировано максимальное количество людей, получивших прививку против новой коронавирусной инфекции за весь период вакцинальной кампании в Якутии. За этот день получили прививку 6648 человек. Лидерами за сутки являются город Якутск, в котором вакцинацию против коронавируса получили 2060 человек. В Нерюнгринском районе 1145 человек и в Вилюйском 987. Акция «Стоп коронавирус Якутия» по стимулированию вакцинации и поощрению привившихся граждан стартовала в регионе. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Якутии. Акция проводится в двух видах. Это еженедельная. В ней принимают участие лица, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 в соответствующий недельный период, начиная с 6 июля по 30 августа. Каждый вторник с 7 до 8 утра в прямом эфире выпуска «Нутро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» будут объявлены два обладателя смартфонов. В финальной же акции принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 с момента начала вакцинации в стране по 30 августа. Имена трех обладателей сертификатов на автомобили «Нива» будут оглашены также в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» с 7 до 8 утра на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» 31 августа. Мы пошли дальше к играм Манчары. Летняя... Продолжается 21-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары». Краткий обзор последних результатов предлагаем посмотреть далее. В забеге на 5000 метров победу одержал легкоатлет Артур Бурцев, который представил команду Усть-Алданского района. Сложно. Джилусу спасибо, потому что он подстегнул бежать. Тяжело так самому как-то, не готов. Я вот специально чуть подкусил, чтобы отдохнуть на последний километр, потому что думал, что он включится и побежит последний километр. Но повезло. Джилус хорошо в этом году готов. Мы с ним до старта говорили, что он на личный пойдет. Но так почти вышло, если не считать последний километр. В команде города Якутска по масс-рестлингу после длительного перерыва выступила двукратная чемпионка мира Марина Федоренко. Конкурентки хорошие, сильные. За те годы, что я отсутствовала, они подготовились. Планка высокая. Ну а якутские прыжки прошли в виде станга. В целом сегодняшний день прошел, сказать, что не очень хорошо. Погодные условия внесли свои коррективы. Рекорда не удалось увидеть сегодня. Но в целом все равно результаты ребята показали достойные. Лидер, естественно, есть, как победитель сегодняшнего дня. Это Кая Дамов среди мужчин, Олесова Валерия среди девушек, Адайская Диана. Но в целом все лидеры, они показывают свои результаты. И кто должен победить, они свое берут. В гиревом спорте на помост сегодня вышли мужчины до 73 килограммов и до 85 и свыше 73 килограммов. Также сегодня стартовали якутские настольные игры, которые вошли в программу игр Манчары в 2017 году. Анна Васильева, НВК «Саха», Горный Луз. Что касается конного спорта, то представители Чурапчинского района выиграли в командном зачете на скачках. Они прошли по 5 категориям: 1600 метров среди лошадей, рожденных в республике, 1600 метров среди чистокровных лошадей, 3200 метров среди чистокровных лошадей, рожденных в Якутии, 2400 и 4800 метров среди лошадей якутской породы. Из Чурапчинского района Ютан Барс занял первое место в скачках на 1600 метров среди чистокровных
лошадей. Арылхан второе место в скачках на 3200 метров. Белех взял серебро в скачках на 4800 метров, а Майн Кёнинг стал вторым на дистанции 2400 метров. Таким образом, по сумме баллов Чурапчинский район стал победителем скачек в командном зачете. Второе место досталось команде из Мегино-Кангаласского района, бронза – Хангаласскому району. В спринтерской 100-метровке золотую медаль своей команде принесла Диана Адайская из Якутска. Для Адайской это уже третья медаль на сегодняшний день. Ранее она побеждала в 2 видах национальных прыжков. Второй прибежала Татьяна Зинчева из Кобяйского улуса, а тройку призеров замкнула Ольга Белова из Ленска. Давно не бегала эту дистанцию, то есть я больше перешла на прыжки. И снова вернуться, почувствовать этот бег, этот единый старт. Это здорово. А среди мужчин на этой дистанции, как и на предыдущих играх Манчары, гонку возглавил Михаил Руфов со временем 11,22 секунды. Ему пришлось сильно поработать, чтобы выиграть. Буквально на корпус он обогнал Валентина Иванова из Ленска. А третьим спринтером завершил дистанцию Александр Нечаев из Якутска. Летняя ярмарка пристройства бездомных животных проходит в Якутске. Каждый желающий может выбрать себе питомца, проконсультироваться по вопросам ухода за домашними животными с волонтерами движения «Помоги выжить». При этом все животные, принимающие участие в ярмарке, прошли ветеринарный осмотр, вакцинацию и полностью здоровы. Подробнее нам расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Она с нами на прямой связи. Саргалана, приветствую. Как проходит ярмарка? Приветствую, Иван. Сюда, несмотря на непогоду, на Малый базар в старом городе, в городе Якутске, потихоньку начинают стекаться люди. Все для того, чтобы обрести нового члена семьи. Ну и, как уже говорилось ранее, разумеется, все животные имеют ветпаспорт и абсолютно здоровы. Ярмарка будет проходить 2 дня, сегодня и завтра. Ну а для тех, кто все-таки по каким-то обстоятельствам не успеет заглянуть сюда, волонтеры движения «Подари жизнь» обнадеживают. Подобные мероприятия они проводят раз в 4 месяца. Однако локация, время постоянно меняется. Так, в прошлую ярмарку волонтерам удалось пристроить около 17 бездомных животных. Сейчас рядом со мной стоит руководитель волонтерского движения Екатерина Федорова. Екатерина, здравствуйте. Ну и для начала представьте нам, пожалуйста, вашего маленького друга. Здравствуйте. Это Мася. Мы ее забрали с пункта передержки. Вот, можно попросить вас? Конечно. Вдруг кому-нибудь приглядится. Мася уже обрела дом. А, уже у нее? Да, буквально вот несколько минут назад уже появился новый хозяин. Но я вот слышала ранее то, что вы подбираете, то есть хозяева потенциально они проходят какой-то отбор. А по каким критериям оцениваете? Обязательно уточняем сразу, нет ли аллергии, нет ли в ближайшем времени переездов. Ну, в принципе, по человеку видно, ответственный он или нет. А что помимо вот оказания медицинской помощи животным человеку еще нужно сделать для того, чтобы принять участие непосредственно в самой ярмарке и пристроить какое-то животное? Ну, обязательно животное должно быть бездомным. Домашних мы не принимаем. Ну, если нет ветпаспорта, то, в принципе, достаточно справки об осмотре, что животное здорово. Потому что бывает, что маленькие совсем щеночки, прививку ставить еще рано. А так, в принципе, все. Бездомное животное, справка. Ну и обязательно нужно будет зарегистрироваться, позвонить нам по телефону и зарегистрироваться. Ну, вообще, в целом, люди охотно принимают участие, разбирают животных. Ну, в принципе, да. Очень много забирают щеночков, очень много забирают собак, котят. Да, люди очень охотно. Сегодня немножко погода, не повезло нам с погодой, а так, да, народу очень много приходит. Ну вот на ближайшие 2 ярмарочных дня у вас какие-то цели стоят? То есть мы должны столько-то животных пристроить? Или как получится, так получится? Ну, как получится, конечно. Хотелось бы побольше, чтобы животных обрели дом. Ну, там уже как пойдет, конечно. Но сегодня не так уж много было представлено. Вот щеночки, несколько кошек. Вообще много
животных, которых нужно пристроить именно вот в вашем приюте? Ну, вообще у нас много, мы зачастую забираем только экстренных животных. Какие-то животные у нас еще просто на лечении, мы их пока не пристраиваем. А так еще в течение дня еще привезут животных. Завтра тоже подвезут, как бы, по возможности. Ну вот говорилось то, что вы оказываете также и какие-то консультационные услуги, скажем так, во время вот пристраивания. Вот относительно данного щеночка Маси, какие рекомендации вы можете дать ее будущим хозяевам? Рекомендации в основном по питанию, потому что щеночек очень маленький, из пункта передержки, поэтому она у нас находилась неделю на лечении, ну, как бы, поэтому рекомендации по лечению и по питанию обязательно дадим. И в дальнейшем, конечно, вакцинация. Вы говорили то, что раз в 4 месяца проводите. Вот где людям отслеживать, где за всем следить, чтобы, не дай бог, не пропустить следующую ярмарку? У нас есть страничка в Инстаграме волонтеры ИКТ, и всегда вылаживаем информацию там по пабликам. Ну, вообще, насколько эти ярмарки полезны по сравнению вот с той же информацией в Инстаграме, например, вы какие-то объявления же публикуете, и самой вот ярмаркой. В чем разница? Ну, здесь человек может подойти, пообщаться с животным, посмотреть, как бы выбрать. Кто-то приходит, у кого-то просто аллергия, они домой взять не могут, просто приходят пообщаться, как бы. Поэтому я считаю, что очень полезное мероприятие. А бывали случаи, так скажем, плохого пристраивания, когда вот приходили, вроде бы казались порядочными людьми, забирали животное, а в итоге получалось, что оно возвращалось обратно? Да, были случаи, несколько случаев было. Мы обязательно сразу, во-первых, животных отдаем строго по договору. Обязательно первое время курируем. Если вдруг что, мы всегда говорим, что мы заберем обратно, ни в коем случае не выкидывать на улицу. Было несколько случаев, была аллергия, нам возвращали кота, и переезд в другой город, нам возвращали щеночка. Ну, мы забирали, конечно, находили новые ручки, пристраивали. Спасибо, Екатерина. Ну, вот такая вот чудесная ярмарка проходит, напомню, на Малом базаре в Старом городе. Сегодня и завтра у вас еще есть время для того, чтобы прийти сюда и выбрать себе нового друга, нового члена семьи. Ну, а я с вами прощаюсь. У меня к этому часу все. Иван? Саргалан, большое спасибо. Напомню, на прямой связи со студией с ярмарки бездомных животных была наш корреспондент Саргалана Неустроева. Ну а к этому часу у нас пока вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Об этом всем расскажем в следующих выпусках. Всего доброго.